Телеурок. Грамматика, грамматика. Наука очень строгая. Учебник по грамматике всегда беру с тревогой я. Она сложна, но без нее плохое было бы житье. Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – ударение, перенос слова. Сегодня на уроке вы вспомните, что такое ударение и перенос слова. Научитесь ставить ударение и переносить слова по слогам. Сможете сами составлять слова из слогов, исправлять ошибки. Давайте, ребята, с вами повторим. Буква – это знак азбуки, который мы называем, читаем и пишем. Звук – это буква, которую мы слышим и произносим. Слог – это часть слова с одним гласным звуком, которую мы произносим на одном дыхательном толчке. Ударение – это силовое выделение слога голосом. Ударный слог, ударный слог. Он назван так недаром. Эй, невидимка, молоток, отметь его ударом. И молоток стучит, стучит, и четко речь моя звучит. Давайте, ребята, вспомним, какое ударение нужно поставить в этих словах. Торт, торты, бант, банты, еж, ежи, нож, ножи, заяц, зайцы, палец, пальцы, кошка, кошки. А теперь, ребята, расставим знаки переноса в каждом слове. Торт, торты, бант, банты, еж, ежи, нож, ножи, заяц, зайцы, палец, пальцы, кошка, кошки. Почему, ребята, мы отметили знаком переноса не все слова? Помните правило? Вы задумались? Не вспомнили какое-то правило? Давайте повторим тогда его еще раз. Сначала, ребят, давайте вспомним, что такое ударение. Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов. Слог, который произносится в слове с большей силой голоса, чем другие, называется ударным. Другие слоги называются безударными. Чтобы показать, какой слог ударный, мы ставим знак ударения над гласной в ударном слоге. Знак ударения, ребят, не ставится в словах с буквой «ё». Телеурок. Чтобы выделить голосом ударный слог, нужно произнести слово целиком, выделяя голосом ударный гласный звук. Мы уже говорили, что ударение выделяет ударный слог. А кто помнит, что такое слог? Давайте, ребята, разберемся. Слово «река». Поставьте руку под подбородок. Сколько раз он коснулся руки, когда вы говорили слово «река»? 2?
Значит, в слове «река» можно выделить два слога. Мы уже, ребята, говорили об этом способе определения слогов. Давайте, ребята, еще раз повторим. Слог может состоять из одного гласного звука, из одного согласного и одного гласного звука, из нескольких согласных и одного гласного звука. Давайте, ребята, еще раз повторим, что в одном слоге всегда есть гласный звук. Он только один. Если гласных звуков два, значит и слога уже два. Но иногда, ребята, так случается, что слово не помещается на строчку. Его нужно переместить. Это можно сделать, перенеся слово на другую строчку. Слово можно разделить на части, но сделать это можно не с буквами, а только со слогами. Поэтому слово можно перенести только по слогам. Но и у переноса слов есть свои секреты. Нельзя переносить одну букву в слове, даже если она гласная и составляет слог. Когда между гласными две согласные буквы, они поделятся. Одна останется на одной строчке, а одна на другой. Телеурок. Телеурок. А теперь, ребят, давайте потренируемся. Скажите мне, в каком слове правильно стоит ударение? Правильно, ребята, в слове «торты». А теперь, ребята, вам надо заполнить таблицу. Напишите, где слово делили на слоги, а где его переносили. Посмотрите на правильные варианты и сверьтесь, правильно ли вы сделали. Ребята, с этим заданием вы справились. А теперь задание посложнее. Я приготовила для вас кроссворд. Ребят, читайте внимательно по вертикали и горизонтали. Вы готовы ответить на вопросы? А теперь сверьтесь, пожалуйста. Молодцы, вы правильно решили кроссворд. На этом наш урок окончен. На уроке мы с вами узнали, что такое ударение, и повторили перенос слова. До новых встреч. До свидания, ребята.